На 12-й сессии Государственного собрания Ил-Тюмень рассматривался, кроме всего прочего, еще и новый проект закона о привлечении граждан к охране общественного порядка. Ну или мы просто будем говорить закон о дружинниках. Так? Вот. Сам по себе, возможно, такой закон нужен, тем более, что Госдума такой закон приняла полгода тому назад уже. Вот. И поэтому правительство Республики Саха-Якутия представило проект закона. И в ходе сессии выступала председатель Госкомитета по юстиции Гурьева, и она, в общем-то, представила этот проект закона, и депутаты узнали, что в работе дружинников будут принимать участие казаки. Я тогда в ходе этой сессии выступил против принятия этого закона, по той простой причине, что по статье 8 этого закона предлагается, что казаки тоже могут принимать участие как дружинники в своей казацкой, так сказать, форме. Я, по-моему, сказал, что это будет воспринято неоднозначно. У нас обстановка достаточно стабильная, по крайней мере, межнациональные отношения. Мы об этом говорим гордо, наше руководство очень часто об этом повторяет. Так? И от добра не ищут, я считаю, так? И поэтому не надо эту обстановку подвергать риску принятием достаточно необдуманного закона. Так? И поэтому, хотя я не против принятия вообще такого закона, так, о дружинниках, хотя и это можно спорить, так, все-таки я, проголосовал против, чтобы было четко видно, что по крайней мере, если я сказал против, то это должно быть видно при голосовании, так. Проголосовал против я только один. Комитет считает, что надо принимать какие-то поправки, возможно, к этому закону, что могут быть какие-то предложения, и поэтому в этом текущем году этот законопроект не будет рассматриваться, а будет рассматриваться в феврале, так, после Нового года. Я здесь хотел обозначить свои, почему есть такие опасения и что все-таки это означает. Так? Первый момент, который я должен четко сказать, что я, как гражданин России, ничего против казаков не могу иметь. Так? Казаки – это особое сословие, которое было практически уничтожено советской властью. И то, что они пытаются восстановить это сословие, это похвально, так, с одной стороны. И второе, это уже сейчас по последнему переписью, они, если я не ошибаюсь, они уже определились как этнос. Так? Они выделяются в России как этнос. Так? И таким образом, и второй момент. Второй момент – это в некоторых регионах России то, что они приглашены там или призваны охранять общественный порядок, это уже необходимость. Это области и краи, которые прилегают к Кавказу. Там обстановка очень сложная. И органы охраны порядка не могут полностью обеспечить защиту населения от разных, так сказать, посягательств. Так? И тем самым действительно казаки там нужны. Но
это Кавказ или прилегающие с ними вот области, края, так, как я говорил, а республика, значит, вот она далека, во-первых, от Кавказа. Вот как я уже говорил, мы считаем, что у нас относительно вот, межнациональные, так сказать, отношения стабильны, положительные, и поэтому здесь не надо вводить вот этот такой закон, или, по крайней мере, если принимать этот закон, то статью 8 просто надо, значит, удалить. Так? Конечно, если вот этот закон будет принят, возможно, наши вот эти прокуратура и так далее, значит, будут считать, что вот, ну, в федеральном законе, кстати, там в федеральном законе это именно вот это, то, что вот казаки могут в качестве дружинников выходить, это прописано, так? Вот, прописано. Но, тем не менее, значит, федеральный закон не прописывает, что вот эта статья о казаках, она должна присутствовать во всех других субъектах Российской Федерации. Этого требовать вообще нельзя. Почему? Потому что представьте себе, значит, наряд, так сказать, или там группу казаков, которые, значит, дежурят по охране порядка по Махачкале или, значит, по Грозному, или по Хасавюрту. Это просто исключено. Этого нет и быть не может. И поэтому такая норма сейчас вот в федеральном законе она невозможна. И поэтому, значит, вот я внес поправку, чтобы вот статью 8 снять из этого законопроекта, так, ну и другие какие-то вот, значит, моменты, которые касаются казачества, из этого законопроекта вынести. Так, а казаки, они, конечно, могут, так же, как и все другие граждане, они, конечно, имеют право выходить на охрану общественного порядка, быть дружинниками, но просто вот в форме, в гражданской форме, вот в обычной форме, как обычные граждане, вместе с ними и так далее. И это можно только приветствовать.